отдыхаем. С вами находимся в питомнике декоративных растений поколения. Именно так у нас называется еще и общественное объединение, которое более 5 лет реализует различные экологические проекты совместно с отделом по экологии и недропользования АОС СГПО. И в ходе реализации различных инициатив мы постоянно сталкивались с тем, что у нас невозможно было пойти и просто купить какие-то интересные саженцы. То есть, да, вы можете спокойно там приобрести там березу, тополь пирамидальный, может быть, что-то плодовое, чтобы берут наши дачники, но что-то декоративное интересное было невозможно найти. И мы несколько лет вынашивали эту идею. 3 года назад мы приступили к реализации. Мы выиграли небольшой грант от отдела по развитию предпринимательства Кустанайской области. На эти деньги мы поставили теплицу, и вокруг теплицы у нас уже начало разрастаться наше небольшое дельце. Мы настаиваем на идее, что в каждом регионе должен быть такой небольшой мини-капсульный. Это капсульный питомник, у него площадь до 1 гектара, поэтому мы вынашиваем эту идею, и на данный момент здесь различные виды декоративных растений. Это туи, можжевельники, гортензии, ивы, дерен, клены различные, спиреи. То есть все, что радует глаз, все, что может порадовать, скажем так, человека, который вот этим всем увлекается. Есть весенний сезон, он очень короткий, когда можно сажать. Осенний он подольше. И мы вот сейчас готовим целую такую партию малышек, которая у нас осенью поедет уже к рудничанам, будет расти и радовать их все дальнейшие годы. В прошлом году мы, допустим, не продавали большую часть ассортимента. Люди приходили и говорили: боже мой, как нам нравится вот это там туя, продайте мне вот этот можжевельник. А мы просто не могли людям продать, потому что мы не могли дать гарантию, как оно выйдет из зимы. Потому что первая зимовка — это, наверное, одно из самых сложных. Растение должно окрепнуть. И для совсем малышек у нас есть, не то, что у нас есть, технологии там тысячи лет, делается углубление в земле, ставятся горшочки, вот так же оно все зимует в горшочках, ничего никуда не пересаживается, ставится в специальное вот это углубление в земле, накрывается небольшим слоем из опилок, обычных, самых обычных, и затем под снег. Но в этом году, пленка и под снег. Но в этом году у нас была такая интересная особенность со снегом. Мы носили снег. Мы собирали снег в катке и таскали к яме, накрывали, потому что снега не было, все помнят, все видели. И мы вот занимались тем, что собирали по участку, по деревне снег и носили себе. Обычно из участка выносят, да, чтобы он там не мешал. Таким занимались. Несмотря на все наши усилия, как нам сказал один очень умный человек, кто в этом деле очень давно, несмотря на все наши усилия, никогда не забывайте, что растение хочет жить. И с вами, и без вас. Ваша задача минимум не мешать, максимум чуть-чуть помочь. Но даже если вы просто не будете мешать, без вас все будут прекрасно чувствовать. То, что вы видите здесь, это 50% привезенные, остальное это уже наше. То есть то, что мы черенковали, то, что мы где-то как-то там селективно экспериментировали, это все питомники юга Казахстана, алматинские наши коллеги. Шымкент нам не подходит, из Шымкента попробовали привезти, вот там тоже можете потом показать, как они болеют, большие растения, там все-таки совсем другой климат, совсем другая почва. Я буквально пару дней назад здесь встречал гостя, тоже известного журналиста Рената Ташкембаева, и он мне уже в этом году 30 лет, и он поделился своим опытом, когда ему там 10 лет назад исполнилось 30 лет. У него была тогда телепередача, где он спрашивал у различных гостей, в чем в том числе и смысл жизни. Такой философский вопрос. И вот он поведал историю, как он у одного пастора в селе начал задавать ему этот вопрос. Пастор ответил, что, конечно же, смысл жизни в любви, но ему ответ не понравился, потому что слишком философский. Он его начал дальше спрашивать, в чем. И он ему ответил очень классно. Смысл жизни — это в том, чтобы сделать лучше, чем было до тебя, 2 квадратных метра, вокруг которых ты живешь. У тебя есть 2 квадратных метра. Вот сделай их лучше. Ты уже молодец. Все проходит, мы приходим и уходим, а у тебя есть возможность сделать так, чтобы на этом месте было лучше, чем было до тебя. Это такая абсолютно философская, большая мысль.